Это что-то невероятное. И сейчас посмотрите. Это стражи, веками хранившие тайну озера, начинают свой танец. Ну, а Булгар в нашей истории — это мифологический град из Золотого века, спрятанный на дне озера, похожий, разумеется, на Китежград. Сегодня, друзья, каждый из нас должен представить себя пилигримом. Все мы сегодня одинокие странники. И пройдем этот путь и вместе, и поодиночке, если хотите. Ведь наше действие так и называется — пилигрим. Невероятные костюмы мы видим. Ну, в Казани поработала огромная бригада, которая создавала вот это великолепие. И вот этот, конечно, феноменальный сплав музыки народной, музыки современной, фолк-музыки, рок-музыки. Лауреат международных конкурсов Айгуль Хайри и лауреат республиканской премии имени Мусы Джалиля Филюс Кагиров. Все солисты в нашем действии — уроженцы Татарстана. Туган-Як на татарском языке. Фрагмент из песни. Туган-Як — это родной край. Возвращаюсь в край родной, родимый край, в самый красивый близкий край, родимый край, родимый край. Потрясающий симфорок мы сейчас слышим. Роскошная музыка и блестящее исполнение солистов. Но вот сейчас мы видим, как земля и небо сливаются в единое пространство, наполненное волшебным сиянием. Появляются звездные люди, которые сотни лет наблюдали за древним Булгаром, искали самого достойного из людей, того, кому не смогут открыть свою тайну. И вот сейчас мы видим первый, но отнюдь не последний эпизод взаимодействия с залом. Зрители Татнефть-арены включили белые фонарики. У каждого из нас они есть, кстати, в рюкзаке с реквизитом, и стадион сразу преобразился. Целая галактика вокруг сцены образовалась, и в центре которой древний Булгар и, конечно, наш герой. И мы тоже с нашей телевизионной бригадой достаем из рюкзачков разные предметы и участвуем в этом великолепном шоу. А
А вот теперь смотрите, это танцующие роботы. На фоне древнего города они, возможно, символ будущего или же знак какой-то иной космической цивилизации, которая была до начала всех времен. Вот как, например, в фильме Ридли Скотта «Прометей». Ведь человечество с самого своего рождения изобретает механических помощников. Мы смотрим на таинственное ночное небо и пытаемся найти что-то новое, неизведанное в себе и в окружающем мире. В этой сцене участвуют 6 артистов цирка и 6 роботов-манипуляторов. На каждом роботе дисплей, отражающий разные, причем не всегда симпатичные человеческие лица. И вот наш рыбак тоже встроился в этот ритм, заданный человеческим прогрессом. Начал танцевать он вместе с роботами, и роботы общаются с нашим героем. Вот это настоящий диалог человека и машины. Такой равноправный и, как вы замечаете, весьма нервный.